точка зрения всегда была такова, что если в церкви есть внутрицерковные вопросы, то епископы и церковники сами должны решать эти вопросы. И когда было распространено их заявление, во-первых, я уделил внимание на то, что оно было распространено провластными медиа и самими людьми, которые представляют власть. Но вот после этого, когда они, епископы, уже встретились с премьер-министром, у меня был вопрос, а зачем они встречаются с премьер-министром, если они поднимают внутрицерковный вопрос? А то, что они поднимают внутрицерковный вопрос, это очевидно. Даже если мы будем считать, то их позиция не исходит от позиции власти, все равно очевидно, что встреча с Пашиняном уже означает, что они соблюдают повестку Пашиняна, а они представляют свои интересы и свои озабоченности, связанные с разными проблемами в церкви. Очевидно, что у него удалось увеличить раскол. Опять-таки, я не уверен, что это было согласовано до этого процесса, но то, что раскол увеличился, это очевидно, и я думаю, что католикосу подлежит такие трудные решения. Если бы церковь была единогласным, что они не должны соблюдать повестку Пашиняна, то это был бы другой вопрос. Но сейчас, когда мы видим, что разные епископы фактически пресекли повестку Пашиняна, уже можно считать, что пашиняновские методы могут быть помягче и не обязательно силовыми методами, как он планировал в начале процесса и об этом публично говорил, что, мол, там будет митинг, либо могут разные правоохранительные органы войти в Эчмиадзинский Таджар. Так что в этом плане он уже может упираться на тех епископов, которые пошли к нему обсуждать внутрицерковную повестку. Я думаю, европейцы сами уверены в том, вернее, хорошо знают о том, что Азербайджан не стремится к реальному миру с Арменией. Во всяком случае, если мир, то Азербайджан этот мир представляет себе как ситуация, созданная с односторонними требованиями к Армении и их выполнениями. Сейчас просто Азербайджан хорошо понимает, что в целом по отношению Кавказского региона нету, так сказать, потребностей эскалационных процессов. Во всяком случае, доминирование есть такое понятие, что, в общем-то, более доминирует, так сказать, надобность стабильности в Южном Кавказе пока что. И Азербайджан пытается играть вот в эту игру. То есть они понимают, что сейчас в тренде говорить о мире, не говорить об эскалации, и просто ведут себя вот с этой точки зрения. Но в целом, если мы будем рассмотреть поведение Азербайджана, мы видим, что Азербайджан продолжает говорить о том, что армяно-азербайджанский вопрос не решен, есть много нерешенных проблем и задач. Мы видим, что Азербайджан продолжает предъявить Армении какие-то политические требования. Сейчас просто ситуация такая, международная среда, во всяком случае по отношению к Кавказу, такова, что Азербайджан понимает, разговаривать с точки зрения силы не будет воспринято хорошо. Вот поэтому они пытаются говорить на языке, так сказать, мира. Но в своем поведении, в поведении Азербайджана никакой мировой повестки не видно. Мир — это не то, что предъявляются Армении требования. Мир — это взаимопонимание и подписание, так сказать, мирного договора. Но мы видим, что Азербайджан даже на это подписание не идет и продолжает разговаривать на языке каких-то требований.
Если бы Азербайджан был заинтересован в том, чтобы развивалась и Армения, я, как уже сказал, мы разговаривал бы на языке шантажа и требований. А мы после 44-дневной войны, после 2020 года, только и видим, что Азербайджан разговаривает с Арменией на языке шантажа и на языке требований. И к тому же никакого уступка, никакого компромисса сам Азербайджан не представлял и не ходит ни на какие компромиссные шаги. Это во-первых. Во-вторых, конечно же, наивно думать о том, что Азербайджан думает о развитии Армении. Конечно, они разговаривают также с точки зрения мировых трендов, но они понимают, что вот эти разговоры про разблокирование коммуникаций, про новые дороги, про новую логистику, это разговоры, которые очень хорошо сидят на слух геополитических игроков. Конечно, каждый из этих игроков имеет свое представление, но все же слышать об этом хотят все. Вот Азербайджан и разговаривает. Но вот, когда приходит время реальных дел, Азербайджан на реальные шаги идет после того, как Армения выполнит какое-то из его требований. Вот это мы видим на реальности. И думать, что Азербайджан мыслит о том, чтобы развивалась еще и Армения, это, конечно же, наивно. И эта наивность просто опасна. Это не то, что наивно, это просто опасно. Азербайджан ясно дает понять в выступлениях своего президента, в выступлениях разных чиновников, ясно дает понять, что имеет к Армении стратегические требования. Не только требования, так сказать, в ситуативном смысле, но и стратегические требования. Во время богослужения Папа Римский поблагодарил Бога за стойкость армянского народа в сохранении веры. Я тоже всегда лично благодарю Бога за то, что Он сохранил армянский народ, сохранил Христову веру. Однако я считаю, что в нынешней ситуации ограничиваться такого рода заявлениями со стороны понтифика недостаточно, потому что сегодня армяне-христиане находятся незаконно в бакинских тюрьмах. Более того, армяне-христиане были изгнаны из Арцаха, депортированы насильственным образом. И эти вопросы в том числе должны быть не только в повестке Ватикана, но и в повестке всех христианских церквей. Это мое глубокое убеждение. И я считаю, что ни один христианин в мире сегодня не должен смотреть сквозь пальцы на те испытания, которые сегодня проходят армянские пленные в бакинских тюрьмах. И, разумеется, мы, христиане, должны высказать свою жесткую принципиальную позицию в отношении политики бакинского и турецкого режима, которые физически уничтожают материальное наследие армянского народа в оккупированном Арцахе.